Основное количество любителей печатной продукции признает главреды. Сегодня живет в сельской местности. А значит, надо сделать так, чтобы газета, кроме новостей, приносила какую-то пользу. Призы дают нам спонсоры, передовые предприятия или организации. Используем вот эти их продукции. Ценный приз – это телка, например, вот это. Или, может быть, мебель, дорогая мебель, вот это от мебельной фабрики. А сейчас, например, вот на это полугодие самый ценный приз – это пластиковые окна и бензокосилка. Больше повезло журналистам из Ханты-Мансийского округа. Им не надо искать рекламодателей, инвесторов, да и подписчиков. Газета «Ханты Ясанг» приходит в дом каждого ханта бесплатно. Газета полностью финансируется за счет бюджета Ханты-Мансийского округа, поэтому у нас выделяется субсидия на издание, на почтовые расходы выделяется субсидия, поэтому у нас все коренные жители получают газету бесплатно. Газеты на национальных языках не должны гоняться за мировыми сенсациями. О них расскажут по телевизору и напишут в интернете. Задача региональной прессы – быть ближе к народу. Такую задачу ставит перед собой и главное информационное издание удмуртов. Редакция «Удмурт-Дуне» организует разные социальные акции. Одна из них – проект «100 деревень». Он придуман 3 года назад и приурочен к столетию газеты. Журналисты вместе с каким-то специалистом, врачом или юристом объездили немало населенных пунктов. Проект читателям понравился, и его решили продолжить. По возвращению из командировок редакция составляет письмо в адрес руководства региона, где четко излагает проблемы. Где-то надо построить мост, сделать дорогу или открыть медпункт. По словам журналистов, реальная помощь после таких обращений была. Не обходились поездки и без приключений. Они недоумевали, почему к ним приехали брать интервью. Неужели где-то они оплошали, закон нарушили. В общем, такие курьезные случаи были, когда нашего журналиста закрывали в сарае до выяснения отношений. Подумал, что это мошенник к ним приехал. А вот руководитель журнала «Арт» Нина Новикова на примере журнала «Радуга» рассказала, как в Коми развивается детская периодика. Журнал поменял свой дизайн. Если раньше его читали в основном школьники, сейчас ряды читателей помолодели. Это дети от 3 лет и старше. Журнал изменился куинку. Журнал выходит на 3 языках – коми, русском и английском. Мы не только печатаем рассказы, но и помогаем учить языки. Учителя нас благодарят за такой материал. Крупный шрифт, легкий слог и работа художника. Каждый номер, по словам руководителя, отдельное произведение. Оно уникальное, как и остальная региональная и национальная пресса. Конечно, проблем хватает. Экономика диктует свои законы. И газетчики находят пути решения. Найти своего читателя помогают интернет-издания, различные проекты и акции. Газеты и журналы на родном языке необходимы читателю. 100-летняя история коми-печати этому подтверждение. Алена Терентьева, Иван Богомолов, телеканал «Юрган».